Добрый день. Сегодня я хочу рассказать про шаманскую болезнь, то есть кундалини, да, на русском языке, потому что я уже делала выпуск на своем родном языке. И сейчас я хочу очень кратко по пунктам разобрать, что же происходит, какие процессы происходят при пробуждении. Итак, в первую очередь у нас происходит первое наше пробуждение. Да, это обычно вот в 33 года, да, после 33 начинается подключение программы Высшего Я. Высшее Я — это вот дух ваш, да, то есть частичка Бога. У человека, как мы знаем, есть физическое тело, есть душа, то есть все вот эти тонкие тела, и также есть частичка Бога, это ваше высшее Я. И вот эта программа начинает работать с 33 обычно. И как это происходит? Да? Ну, в какой-то один момент вы можете понять свое единство со всем миром. У вас может быть какой-то мистический опыт. Вы можете себя ощутить частью вот этой всей единой системы. Вы понимаете, что все в мире едино. От каждой травинки, дерева, каждое животное, каждая душа, каждый человек, все соединены в одну, так скажем, в одну сеть, да, единую. Это как раз называется первое пробуждение. И очень многие люди путают, вот именно ощутив это, они считают, что они все уже пробудились и уже готовы там чем-то заниматься, камлать, лечить и так далее. Нет, это ошибка, это просто у вас подключается программа души, да. То есть это переживание именно мистического опыта, соединения с Богом, соединения с природой, чувство единства. Что происходит потом? Ну, в этот момент как раз может начаться этот вот кризис, да, как говорят, кризис 30, там вы можете понять, что вы занимаетесь не тем в жизни, например, ваша профессия не соответствует программе вашей души. И здесь лучше, конечно же, уйти в творчество. Но есть люди, у которых именно в программе души написано, что они в этой жизни должны работать именно с тонкими мирами, стать целителями, ясновидящими, возможно, шаманами, да. И вот именно тогда начинаются уже следующие шаги. Зов предков. То есть ваши предки будут приходить к вам в астрале, то есть в ваших снах, да, они могут вас призывать, там, забрать силу, дар, пытаются что-то вам передать. И это будет происходить очень часто и очень ярко. И даже если вы не поймете, что они пытаются вам передать, да, свой дар, силу рода, то вот это как раз шаманская болезнь, она будет продолжаться. Если вы уже на этих этапах поймете, что вам что-то пытаются передать, и примете, то уже начнется, да, раскрытие дара. То есть самое главное — это принятие своего дара. Как принять? Ну, то есть вы просто сознательно можете громко сказать: вот я принимаю, да, этот дар. Только в этом случае все успокоится. В крайнем случае, идем дальше по пунктам, что будет происходить. И вот как раз и шаманская болезнь, да. Следующий шаг — это болезни, физические болезни. Самые разнообразные могут начаться.
И при этом самое странное будет то, что вы будете обращаться в разные медицинские учреждения, и никто не сможет вам поставить диагноз. Никто не сможет понять, все будет по анализам, все хорошо, но у вас и тут, и там. Это называются как фантомные разные, да, болезни. На самом деле это признак целителей, потому что мы начинаем вбирать в себя вот эти энергии других людей и просто чувствуем, где что у кого болит. И поэтому это воспринимается, да, как фантомные болезни. Затем идет повреждение позвоночника. Вот это самое страшное, потому что это может произойти как в виде аварии, как бы ситуативно, да, то есть затем, что начинается вот после этих болезней, повреждений, темная ночь души, да, то есть начинается выход кармы. Весь кармический, родовой кармы, вот это кармы прошлых жизней начинает выходить перед вами. То есть все, это вот самые страшные моменты. И вообще темная ночь души происходит очень часто, временами, и это как раз связано с тенью. Я попозже потом немножко расскажу про это. Следующий шаг – это уже начинаются видения потустороннего мира, то есть вы начинаете видеть и чувствовать духов, видите тени, днем, да, можете там начать просто чувствовать запах, звуки слышать и так далее. Как галлюцинации начинаются, да. Затем начинается раскрытие сразу всех способностей. Это ясновидение, яснослышание, медиумизм. Медиумизм – это когда входят духи в тело. То есть в глазах других это будет выглядеть страшно, конечно. Также яснознание, то есть приходит очень много информации. Вы также можете видеть все, что происходит вокруг. То есть вы видите астральный мир днем, да. И вот в этот момент очень многим людям кажется, что они все уже помешались. И самая большая ошибка – это вызывать спецслужбы, скорую, да, чтобы забрали. Потому что некоторые так и делают, и некоторые родные этих людей так делают. И это очень плохо на самом деле, потому что там могут просто запичкать всякими лекарствами, и всем такого лучше не делать. Если вы даже после этого не приняли свой дар, у вас дальше идет выходы из тела. Выходы из тела – это обмороки начинаются, затем переходит как в состояние комы. То есть вы можете просто часами, можете днями просто отключаться посреди дня, и ваша душа просто вылетает и путешествует по всем вот этим мирам, да, по всем 3 мирам, измерениям и так далее. И может даже наступить клиническая смерть. То есть у вас органы начинают отказывать, сердце может отказывать, и вы начинаете просто умирать и возвращаться, так скажем, да. То есть вы можете видеть просто свое тело, то есть выйти из тела и не можете зайти обратно. Вот это самое ужасное. Также, что еще начинается? Астральные атаки. Астральные атаки – это, то есть вы уже не можете спать ночами, потому что с 3 до 5 утра у нас идет вот это тоньше становится, ближе нам становится тонкий мир, да, и поэтому идут астральные атаки из нижнего мира, из нижнего астрала.
И почему они идут? Потому что они уже видят, что у вас раскрывается энергия кундалини, и им нужно вот от этой энергии немножко себе захватить, да, то есть в этом случае не надо бояться, потому что страх, именно вот чувство страха, их наоборот, вот они прям это чувствуют, да, как запах страха. Поэтому бояться не нужно. Лучше просто вставать в эти часы ночью и бодрствовать, да, то есть не ложиться, не спать в такое время. И в это же время пытаются, конечно, внешний мир пытается человеку, у которого раскрывается дар, к себе притянуть, то есть притянуть всякими договорами, контрактами, где-то на бесплатной основе, где-то там начинают предлагать что-то взамен. И обычно вот в эту ловушку попадают те, у кого очень большое эго, да, кто хочет для себя, и у кого тень сильно большая, они там в желании, да, там побольше денег, там славы или чего-то могут вот на эти как раз ловушки попасться. Поэтому здесь тоже нужно быть осторожным. Что идет дальше? Затем идет вот эти силы разрушения, да, из внешнего мира, они какими-то способами все равно добираются до позвоночника, и идет процесс растерзания, да, то есть в нашей культуре мы называем это прям, буквально так и называем, это разрушение позвоночника духами, растерзание. Это происходит и физически, и астрально, и на других уровнях также, и эфирно. Это очень больно. Сейчас уже как травма, да, вот это все вспоминать сейчас. В общем, это самый сложный этап. И вот тут уже стоит выбор. Это уже самая последняя точка, крайняя точка, когда вам нужно сделать выбор. Вы принимаете свой дар или отказываетесь. В случае отказа вас уже не будет, вас просто убирают с середины земли, то есть, да, наступает смерть. Либо, если могут оставить в очень плохом положении, вот прямо с таким же позвоночником, да, могут оставить, что даже там невозможно будет ходить, да, то есть калеченным. Вот. Если вы принимаете, это уже последний этап, да, если вы принимаете, то идет выбор пути, то есть вам уже будут показывать, что вам нужно выбрать, какую систему, вот шаманизм, либо колдовство, либо вообще вот духов, которые будут вас сопровождать. В общем, идет выбор пути. Кто вам будет помогать в вашем духовном развитии, это все выбирается там же, при принятии дара. Затем идет восстановление. Если вы приняли дар, у вас сразу, не сразу, конечно, там занимает очень тоже долгое время, идет восстановление позвоночника, восстановление вот всех этих органов, которые были повреждены. То есть это пересборка. По-простому перепрограммирование, да, тела силами созидания. То есть силы разрушения разрушили тело физическое и астральное, а силы созидания, они начинают все собирать заново, то есть полностью в нового человека. И вот здесь уже приходит очередь кундалини, идет уже пробуждение, да, то есть эта энергия божественная начинает приподниматься от самой нижней чакры Муладхары до верха. Идет вверх по позвоночнику
до Сахасрара чакры должен дойти. Но здесь тоже есть момент. Вообще я советую все время молиться Богу, потому что только если у вас будет связь с Божественным, у вас может открыться вот именно верхняя чакра, да? У многих людей вот это кундалини, оно поднимается только до чакры 3-го глаза. То есть они могут видеть, да, все знать, но при этом именно связь с Божественным у них закрыта. И, я дам потом советы, что нужно для этого делать. Но, конечно, самое главное — это быть честным с собой и просить прощения. Надо быть чистым во всех смыслах, да, то есть чистым по карме, чистым по мыслям, по сердцу и на очень высоких вибрациях, то есть вибрации там выше 1000 Герц. Что идет дальше? Вот после пересборки идет уже, и после пробуждения кундалини идет уже обучение. Обучение начинается сразу же и не заканчивается никогда. То есть обучение идет просто на годы. Все шаманы, все целители, они обучаются годами, десятилетиями, всю жизнь, можно сказать. Обучает, конечно же, природа в первую очередь, и также ваши предки, да, предки, которые занимались тоже целительством, они приходят, обучают, и также обучают духи, да, то есть духи, с которыми вы уже работаете, либо духи высшего мира, верхних миров, ангелы, архангелы, учителя, да, земли, либо духи нижних миров. Итак, что нужно делать? Вот тоже очень кратко я скажу. Самое главное — это работа с собой, да, работа со своим подсознанием. Надо быть всегда честным с собой. Надо работать со своей тенью и с эго. Это вот самое главное, это теневая именно работа. Нужно принять свою тень. То есть надо ее постоянно чистить, чтобы она не разрасталась. Если тень разрастается, то уже туда начинают собираться духи нижнего астрала. Тень — это ваше бессознательное, да, то есть вам нельзя хранить в тени все ваши, вот эти эмоции, ненависть, травмы. Это очень психологический момент, здесь очень много психологии. И тень, да, надо принимать, надо понимать, что это часть вас, это ваше бессознательное, которая как может вас защищать, так может и загубить. Поэтому тут идет очень большая работа. И в тени также, конечно, находится вся вот эта кармическая информация, и родовая, и ваших прошлых жизней, там все, что вы согрешили, все, что было по родовой системе, тоже все идет, вот, хранится, когда, как в базе, именно в бессознательном, вашей тени. Также идет работа с эго, то есть не нужно считать, что пробужденный человек — это какой-то супер особенный человек. Это не так. Мы все люди, все в одинаковых условиях. Просто дается новый, так скажем, этап проверки. Это именно
так скажем, экзамен, да, то есть это экзамен вашей души перед высшими силами, то есть не так просто это все открывается, это открывается путем прожитых жизней, когда у вас было очень много жизней, и это ваша эволюция вашей души индивидуальной, то есть это ваш собственный экзамен, собственное обучение, да, духовный путь, так скажем. Поэтому это не делает вас лучше или хуже кого-то, поэтому тут очень надо тонко работать с эго, да, ну, совсем, ну, говорят, смерть эго, совсем, конечно, эго вы не уберете, да, то есть эго должно быть небольшим, так скажем, да, то есть это единственная ваша привязка вот к этой действительности, которая и, ну, вашей действительности, вашей личности. Что нужно делать еще? Нужно обязательно молиться. Молиться Богу, молиться высшим силам светлым. Всегда, вот когда вам страшно или, ну, в общем, когда вы в упадке, ну, всегда, даже когда в радости, всегда зовите своих ангелов-хранителей. У каждого человека 2 ангела-хранителя, и они всегда вам помогут. Это самые ваши близкие люди, которые с вами от рождения до смерти, так скажем. Следующий пункт — это прощение. То есть надо уметь просить прощения за свои какие-то ошибки, себя надо уметь прощать, людей вокруг надо прощать, то есть не копить обиды. Все вот эти обиды, они встанут комом, да, они встанут как блок во всех этих чакрах, и когда движется энергия кундалини, она просто пробивает это насквозь, и будет очень больно. И поэтому лучше прорабатывать самим, именно психологическим путем, просить прощения. Также еще хотелось бы, да, вот про вибрации, да, высокие вибрации. Надо держать высокие вибрации, особенно в период именно вот этого раскрытия, да, пробуждения. Почему? Так у вас будет лучше связь с высшими силами. Вибрации, они все вибрируют, да, у нас все вокруг энергии, все имеет определенную частоту, это уже доказано даже в физике. И сейчас частота Земли, она увеличивается, то есть уже все, кто живут на низких частотах, да, на чувстве ненависти, зависти, их будут просто убирать. Вот в скором времени их будут просто убирать. И поэтому нужно держать именно частоту высокую. Но вот следующий как раз совет — это вот диета без красного мяса, да. Красное мясо ничем, ну, оно полезно, конечно, да, но именно в период вот шаманской болезни лучше не употреблять красное мясо только потому, что оно снижает частоту, да. Я там не призываю никого там стать вегетарианцами или такое, вот. Все равно, конечно, в нашем организме все это нужно, белки, но именно в этот период, и также, когда вы ходите по святым местам, тоже нельзя употреблять красное мясо. Ну, чтобы не снижать, да, ваши вибрации, не загрязняться. Что еще? Ну вот тоже по еде надо всегда питаться натуральной едой, да, то есть не химикатами, без всяких добавок, желательно без сахара, без химии, в общем. Носить надо натуральную одежду, окружать себя природой, то есть окружайте себя растениями, ходите чаще на природу. Так идет чистка. Самая лучшая чистка — это пребывание на свежем воздухе, на природе. И самое, конечно же, главное
это не бояться ни в коем случае, потому что страх — это вот тоже одна из самых низких частот, и оно привлекает как раз, да, нижнеастральных сущностей. И ваша защита — это просто не бояться. Тогда хорошего вам дня и правильного выбора своего духовного пути. До свидания.